шгуб зиязат, шхагмзат, и снать шургургала шаша парала. Пусть в жизни будет много светлых дней. Здоровья, счастья вам желаю, в кругу родни и близких вам людей. Атерску Людмила Хицку Рипха, Фидесна Гукала, Фюмшира, Взеречида, Губзера, Гамч, Напозлако, Ахазара, Кагамза. Эснаги Агуала Харабзия Шумазайт. Вот так тепло и позитивно приму абхазской эстрады Людмилу Гумба ранним утром поздравили с днем рождения друзья и коллеги в социальной сети Facebook. И хотя аккаунта народной артистки Абхазии там нет, поклонники ее творчества на протяжении всего дня поздравляют певицу, выставляя фото и посвящая ей комплименты. Сама юбилярша рассказала, что по давно сложившейся традиции первым ее поздравляет двоюродный брат Эдуард Шамба. Поздравил меня и началось, а потом спустились ко мне Майя Герзмава со своей семьей, с цветами, с подарками, с сыном, с невесткой. Они моя вторая семья, можно сказать. Вот так. И потом звонки. Сложно поверить, но у Людмилы Гумба нет профессионального музыкального образования. Однако это не помешало разглядеть в студентке факультета иностранных языков талантливую певицу. В 1972 году Людмилу Гумба пригласили быть солисткой тогда только формировавшейся, а сегодня легендарной абхазской группы «Апсны-67». Но музыка для меня – это сама жизнь. Вот когда мне вопрос задали, тебе 40 лет исполнилось? Я говорю, нет, вы ошиблись, 45, но только на сцене, а это сама жизнь. Ну, я, откровенно говоря, это не высокопарные слова. Когда я не пою, я считаю, что я не живу. А поет Людмила Гумба только полюбившиеся ей песни. Главное в них, по ее убеждению, это слова и смысл. Наверное, это и есть секрет успеха, ведь каждая песня в исполнении первой эстрадной певицы Абхазии становится хитом на долгие годы. С именем Людмилы Гумба связано зарождение абхазской эстрады, отметила, поздравляя приму с днем рождения, министр культуры Эльвира Арсалия. Отдавая предпочтение произведениям абхазских композиторов, Людмила Гумба сохраняет лучшие музыкальные традиции Абхазии, считает министр. Зиги яхшуцерху убридара кургера дубшершсе артисту клахасабла табуб хашахуит яха музыка проект корома чар шехридгало яробас адзараюр таква музыка адзараюр тома дашаджи рома шура иждуру шура шузлахо усаджар шехридгало убри он дешзники сарста хоп табуб яха культура шакалахо яся харашах нас казар шахачу дешзники чудесные хлода гобзера гала азарабси. Заместитель министра культуры Батал Кубахия рассказал, как 43 года назад, услышав голос Людмилы Гумба, купил билет на концерт «Апсны-67» за очень приличные в те времена 25 копеек. А потом, пока певцы выступали, ненадолго сбежал, чтобы собрать букет цветов с городской клумбы. А здесь вот, где памятник Эшпа, там раньше был открытый кинотеатр летний. Там очень красиво было, все снесли, брало. И вот мы там с одним муж лихварский однокурсник, Игорь Багавший, я с ним идем, и вдруг слышим, я говорю, это, кажется, Людмила Гумба поет. Мы купили... Да, нет, в театре летнем мы купили билеты по 25 копеек, ну, безумно дорого тогда. Не, ну, для нас это деньги было, это 2,5 чашки кофе и целый день общаться. Я говорю, давай убегаем. Мы перелезли через ограду, пошли перед зданием обкома партии, или что тогда было, там тюльпаны тогда тоже росли. Ободрали всю клумбу, ну, где в 9 часов сидели.
полную охапку, ну и вдруг она поет, и вдруг последнюю песню мы успели, и я с цветами на сцену. Да, Людмила так удивилась, говорит, помните, да? Конечно. мама, говорит, откуда эти цветы? И как отметил Батал Кубахия, еще тогда на том концерте 43 года назад прозвучали пророческие слова от музыкального критика в адрес будущей народной артистки Абхазии. А вот там сидел один мужчина, он говорит, вы ее знаете? Да, он музыкальный критик. Я вам говорю, это, говорит, известно? Я говорю, нет, она только начинает. Она будет величайшей певицей Абхазии, сказала. У Людмилы Гумба много творческих планов. Не раскрывая главного секрета, она отметила, что в 2018-м планирует организовать совместный концерт с оперной певицей. Анастасия Никонова, Сасрауа Гухава, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ.